Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремное гадание из Турции для вас. Дорогие зрители и гости, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Дорогие мои, огромное спасибо за ваши лайки и за ваши добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания – это прогноз. И звучит она так. Гадание на судьбу. Что вам по судьбе на ближайшей неделе, в ближайшие 7 дней. Пожалуйста, посмотрите на песочек. Мысленно, либо вслух спросите, задайте такой вопрос. Что мне по судьбе в ближайшие 7 дней? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне сил и возможности ответить на все ваши вопросы, дать вам самую лучшую, самую важную и самую необходимую информацию на данный момент. Итак, что же вам по судьбе в ближайшие 7 дней? Так, интересно, очень интересные будут у вас ближайшие 7 дней. Здесь у вас, я вижу, две дороги. Дороги очень важные. Одна как постоянная дорога идет, да, может быть, это на работу вы ходите, либо ребенка водите в школу, в сад, либо куда-то постоянно едете в одно и то же место. Да, вот какая-то синхронность в этой дороге есть. С этой дорогой у вас все замечательно, просто вот лучше некуда, прям тут постучу, у вас стабильно. Но а вторая дорога – это дорога какого-то нового начинания, нового достижения и нового успеха. Каким-то образом, случайным, специальным ли, да, вам придется на ближайшей неделе выполнить какое-то невероятное, не знаю, дело, обязанность, да, что-то вы будете, ну, какую-то ношу на себя возьмете, да, по-другому не скажешь. Я вижу, что вам это не нравится, я вижу, что вы переживаете из-за этого, что смогу ли я, получится ли у меня, стоит ли. Но вот эти сомнения, они вообще ни о чем. У вас не то чтобы получится, у вас будет просто прекраснейший результат. После этого вы еще будете думать, почему я раньше постоянно отнекивалась, либо отнекивался от этой дороги. Надо было бы уже давно сходить, сделать, да, поставить точку в этом деле. Это, кстати, может быть дело уже, скажем, такое не новое, да, долго оно тянулось и долго были какие-то в нем, скажем так, перебои, да, делать, не делать, стоит, не стоит. Так, еще я вижу у вас нового человека, какая-то персона, скажем так, новая в вашей жизни появится, и у вас по поводу этого человека будет очень большой вопрос. Стоит ли доверять? Хороший человек или плохой ли человек? С чем пришел? Зачем пришел? То есть какие-то сомнения насчет человека будут. Что я хочу вам сказать? Здесь, конечно, песок ответа не дает по поводу этого человека, его характеристик, но я могу сказать вам одно, что этот человек не случайно. Вот не случайно он возник на вашем жизненном пути. Благодаря этому человеку, знакомству, общению, там, не знаю, возвращению, у каждого свое будет, нужный, необходимый человек войдет в вашу жизнь. Это будет вот прям самое оно. То есть, может быть, через кого-то вы познакомитесь, может, там, благодаря кому-то вы познакомитесь, да, хороший человек новый войдет в вашу жизнь. Человек, который, понимаете, он что-то вам несет, дает, предлагает. Благодаря этому человеку что-то случается и совершается, да, тут просто какие-то два дела будут даже, может, решены. Две каких-то обязанности, две каких-то возможности. Вот так идет. Здесь у вас у правого бортика трезубец. Трезубец – это у нас знак власти. Ну, такая, скажем, вилочка, да, но это не вилочка, вот именно трезубец такой идет. Я вам так скажу, что все обращения в государственные учреждения к властным людям, связанных там с властью, с погонами, со статусом особым, с особым положением, для вас на этой неделе будут особенно успешны, потому что у нас этот трезубец, он вышел в правой стороне, в правой, и над ним вот такой высокий человек, который склонился именно к вам, в вашу сторону он смотрит, да, он смотрит к серединке. То есть это очень важно. Знаете, что если у вас есть такие вопросы, дела, вы должны смелее идти, решать, не затягивать, не откладывать, ничего не бояться и понимать, что правда и сила на вашей стороне, справедливость будет на вашей стороне. Здесь я у вас вижу, ну, скажем, такой бриллиант, что ли, так его назовем, да.
он прям в центре, он венчает вот эту чашу и говорит мне о том, что здесь, конечно, какой-то подарок судьбы прослеживается, какое-то вмешательство на этой неделе в судьбы в вашу жизнь будет, высших сил, Всевышнего, вот кого вы верите, будет вмешательство, причем вмешательство достаточно такое неожиданное, спонтанное и хорошее, радостное. Знаете, вот жизнь ваша заиграет, как этот бриллиант, и появятся новые грани, новые возможности и новые желания. Здесь, кто хотел познакомиться, будет знакомство. Будет знакомство, либо предчувствие знакомства. Хотя я вижу двух людей. Прям в центре два человека, они скреплены одним целым, одной звездой. И понимаете, пока, может быть, их что-то разделяет, пока они не могут там соединиться, быть вместе в радости, в любви, в счастье. Но это соединение, оно придет. Понимаете, может быть знакомство в интернете, может вы кого-то увидели, присматриваетесь, и этот человек тоже к вам присматривается. Вы должны понимать, что счастье, оно будет. Здесь два человека, и они танцуют вместе, они держатся за руки. У них, понимаете, у них мысли одинаково думают. Вот с кем бы вы ни познакомились, кого бы вы ни встретили, кто бы, скажем так, вам не приглянулся, знаете, что этот человек не случайно. Не случайно вы его увидели. Это будет вот прям знаковая ситуация и вот именно какое-то знаковое знакомство. Даже, например, если вы там в паре, в браке, то знаете, как любовь, это идут чувства, это реально идут чувства. И я вижу, что человек, понимаете, который идет к вам, он будет вам что-то предлагает что-то важное и что-то нужное. Для тех, кто в паре, в отношениях, в браке, ваш партнер будет вас удивлять. Ваш партнер будет вам, во-первых, дарить цветы. Вот он, букет цветов вышел, здесь еще ракушка вышла, то есть может еще что-то вам там задарить такое, какой-то романтик вам будет устраивать, будет вам всячески, не знаю, там ухаживать, понимаете, будет ухаживать, будет там приятные слова говорить, какие-то вот, не знаю, вещи для вас приятные делать. Но может быть даже ситуация, что если вы были в ссоре, в споре с любимым человеком, то на этой неделе у вас будет примирение. Причем человек сам приходит в ваш дом с подарками, ну, вернее, к вам приходит, да, с подарками, с словами прощения, не прощения, да, со словами прошу прощения, да, вот так вот он к вам заходит и будет вас просить. Но этот человек тоже, понимаете, тут такая ситуация двойная, что человек, с одной стороны, может, он прощения попросит, но с другой стороны, он и что-то свое предложит, да, он там где-то себя все-таки может оправдать. Если это вот, например, не было ссоры, а вы просто с любимым человеком, он будет там романтику предлагать, то мужчина будет себя проявлять, это именно мужчина, как такой, знаете, вот прям, ну, домостроевец, что ли, да, вот как-то он будет себя выше вас ставить, да, несмотря на то, что есть любовь, чувство, романтика, все равно он где-то будет требовать от вас какого-то, ну не то чтобы подчинения, да, но признания, что ли, его мужского начала и того, что если он мужчина, значит, он там главный, и он первый, видите, он просто выше, чем вы стоите, да, и он руками вам вот какие-то мысли закладывает. Вот такая ситуация идет. Но как бы там ни было, я вижу, что здесь все равно пахнет любовью, пахнет счастьем и пахнет радостью. А это, наверное, самое главное и самое важное. Эта неделя, конечно же, вот в центре у нас любовная картина идет. И эта любовная картина говорит мне о том, что самое важное это будет личные отношения, любовь, чувства, эмоции. Вы будете просто посвящены в это. Вы будете в этом купаться, в любви, в радости, либо вы будете купаться в мечтах о любви и о радости. Я вижу, что вас кто-то будет вдохновлять. С одной стороны, высшие силы вас будут подталкивать, чтобы, например, устроить свою личную жизнь, а с другой стороны, вы тоже кого-то заприметите. Это вот именно идет вам на будущее, на то, чтобы была любовь и были вот прям такие хорошие, яркие чувства. Так, еще я вижу у вас здесь дела. Смотрите, много планов, много дел, которые вы будете вот там на работе, например, делать, дома. Кто-то может там уборку, ремонтик, перестановочку, да, там что-то нужно там поменять, сделать, вызвать, да, очень много суеты, много. Но я вам так скажу, что суета это она в данном случае, она именно та суета, которая заставляет двигаться вас
и делать дела. Понимаете, если вы не будете вот спешить, то вы будете где-то сидеть и ждать, что ага, ну, само все само собой пойдет, я лучше там посижу, я лучше подожду. Нет, здесь именно вас подталкивает на то, чтобы вы решали дела. Вот этот позитив и вот эту энергию, которую вы получите на эту неделю, она будет с вами до конца месяца. Сохранитесь в этом состоянии, состоянии ожидания чуда, состоянии ожидания любви и радости, ну и, конечно же, в состоянии вот ускоренности, назовем так. Это не суета, а ускоренность. Вы будете как-то быстро принимать решения, быстро будете делать дела. И, ну, знаете, как сделал одно дело, побежал к другому, сделал третьему, побежал. Вот это состояние вам нужно именно до конца месяца сохранить. Оно действительно вам будет вот прям полезно, очень-очень полезно. Так, еще я вижу у вас покупки, скорее всего, это одежда. Одежда красивая, одежда прям, не знаю, какая-то вот прям сказочная, что ли. Очень красивая одежда. Причем будете вы ее покупать, это не одна, это как будто бы несколько предметов одежды. И даже может быть какой-то вот, ну не знаю, обновление, что ли, гардероба может быть. Может, вы там на весну вещи будете готовить, я не знаю, к сезону, к новому. Но, тем не менее, я так скажу, что будет просто замечательно. Вы хорошо проведете время, и это именно будет тот случай, когда человек открывает шкаф и не расстраивается, говорит, господи, мне нечего одеть. А что вы вот прям на этом позитиве, вы придумаете новые образы. Может, даже вот пойдете где-то что-то докупите, дополните эти образы. Я вижу, вот вы примеряете одежду, это очень красиво на вас смотрится. Может, вы похудели, может, вы как-то вот прям себя поменяли. Вам очень нравится то, что вы видите в отражении зеркала. И, кстати, у кого-то может быть даже, либо вы поедете куда-то, вот даже не поедете, неправильно сказала, самолет, дорога, самолет. Вот он самолет. Либо к вам кто-то на самолете прилетит. Но опять же таки, это вот самый конец недели, потому что это событие возле самого-самого бортика идет. Вот так вот, милые. Так, еще я у вас тут деток видела, детки-конфетки. Ну, я не знаю, детки, конечно, я не знаю, вот детка, она какая-то вот веселая, она бегает, она веселится, почему-то голова у нее вообще сзади, где-то сзади, и, ну, возможно, детка может где-то себя повести, ну, скажем, уж слишком, как балованный ребенок, да. Ну, ругаться не стоит лишать детей детства. Все мы тоже родом из детства и баловались, и вели себя как-то неправильно. Лучше объясняйте, почему там нельзя делать так, почему не нужно сделать это. Говорите, не ругайтесь, говорите. Может быть, даже что-то детка может и разбить, да, может даже шишку себе набить. Но это не критично, еще раз говорю, не ругайтесь, а объясняйте словами, что нужно делать, что не нужно делать. Так, еще я хочу вам сказать по поводу денежек. Ну, честно, я не вижу полного карманчика здесь. Да, денежка есть, на жизнь вам хватает. Но, тем не менее, пока это, скажем так, да, не та денежка, на которую вы рассчитываете. Вот так вот, мои дорогие. Так что, если у вас ожидания какой-то большой денежки, к сожалению, не вижу. Тогда уж поэкономьте, чтобы вам хватило. Если вы понимаете, о чем я говорю, ну тогда у вас все как обычно происходит, да, и тут, в принципе, тот случай, когда никаких перемен глобальных именно в плане денег у вас не происходит. По здоровью я хочу сказать, что я вижу, если кто болел, приболел, то улучшение однозначно, потому что этот бриллиант, он и означает, будете блестеть, будете сиять, как новая вот прям копеечка. Если что касается вашего здоровья, ну, конечно же, берегите себя, да, вот я вам сейчас скажу, что все хорошо, вы будете думать, что все хорошо, будете там не по погоде одеваться и там, не знаю, где очень много людей ходить. Я вам так скажу, я не вижу проблем, но, опять же таки, береженого Бог бережет. Всегда помните эти слова, я вот не перестану их говорить, не устану их говорить. Всегда об этом помните и, конечно же, берегите себя, берегите. Берегите, это очень важно, ваше здоровье, оно одно, терять его ни в коем случае нельзя. Так, еще я вижу у вас два человека, может быть, ваш друг, подруга, с кем вы будете обсуждать какую-то сомнительную тему.
Понимаете, тема, она вот прям сомнительная. Какие-то вот сомнения, вопросы, не знаю, что-то такое будет, вы обсуждаете. А как будто бы вы даже друг друга пугаете, да, вот вам ваш друг говорит, ну, там страшно, я не знаю, это все так непонятно. А вы говорите, да-да-да, это же вот прям вообще ужас какой-то. Не надо так делать, не надо друг друга пугать. Вам нужно просто в другое русло повернуть свой разговор и не думать, и не рассказывать друг другу о каких-то вот мифических либо реальных опасностях, а именно попытаться найти выход. Да? Две головы же лучше, чем одна. Ищите выход, как вам пройти все эти опасные узкие моменты, чтобы получить результат. В принципе, здесь я вижу тесное общение с друзьями, такое душевное, но не пугайте друг друга, а лучше думайте, как вам друг другу помогать, да? Как выпутаться, да, из какой-то ситуации, либо ее успешно пройти. Неделя у вас неплохая, вот прям как хотите, неплохая, будет посвящена романтике, любви, чувствам, эмоциям. Ну, а все остальное, понимаете, у вас прикладывается. Я вижу, что у вас будут и силы, и возможности на то, чтобы осилить просто уйму каких-то гор и выполнить какое-то огромное количество всяких работ, не знаю, и по дому, и по работе. Все у вас будет хорошо, мои дорогие. Ничего не бойтесь, идите смело вперед, и с вами высшие силы вам будут помогать и вас будут вести. В вопросах, еще раз напоминаю, казенных домов, государственных учреждений, здесь, конечно же, успех и достижения. Так что, если вам надо, давно хотели, планировали, обращайтесь. На этом, мои дорогие, все. Гадание мое закончено. Всем пока-пока.